Всем доброго времени суток, друзья! С вами Татьяна, компания Sakura Auto. И, конечно же, самый часто задаваемый вопрос за последнее время связан с подорожанием автомобилей. Для тех, кто новость слышал, читал, но не вник в ее суть, напомню, что с 1 апреля 2024 года фактически закрывается канал ввоза автомобилей, растаможенных в Армении, Казахстане, Кыргызстане или Беларуси. Теперь налоги и сборы, недоплаченные из-за заниженной таможенной стоимости таких автомобилей, будут учитываться в составе утилизационного сбора при ввозе автомобилей на территорию Российской Федерации. Данная новость не касается автомобилей, которые проходят таможенное оформление во Владивостоке. И тем не менее, если вы планируете обновить себе авто или продолжаете усердно копить, но не успеваете за ростом цен, пошла информация о том, что льготный утилизационный сбор будет действителен до конца 2024 года. А с 2025 года коммерческий льготный утиль планируют уравнять. Каким образом это будет реализовано и будет ли реализовано вообще, нам только предстоит это все узнать. Ну а сейчас предлагаю посмотреть ролики с разгрузок автовозов, которые пришли к нам в Ижевск за последнее время, узнать, что пришло, какие сроки и самый главный вопрос, в какие бюджеты мы привезли автомобили. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Поехали. Начнем мы с первого автомобиля. Это Honda Shuttle 2020 года выпуска, 1,5 литра, 129 лошадиных сил, вариатор, передний привод. Комплектация G Honda Sensing, 14 тысяч километров всего пробега, 4 балла оценка. Приехал для нашего заказчика Владимира. В общий бюджет в Ижевске 1 700 000 рублей. И давайте посмотрим немножко подробнее на эту красоту. Повторители в лопухах, бесключевой доступ, кнопочка старт-стоп, анти-юз, контроль выхода из полосы и предотвращение столкновений. У нас полный мультируль, магнитола Газерс. Это у нас не гибридная версия, поэтому она свободна к вывозу. Тканевый салон, очень чистый и аккуратный. Сейчас покажу вам второй ряд. Вот таким образом он выглядит. Все чисто, аккуратно, как мы и любим. И следующий автомобиль у нас Honda CR-V 2019 года выпуска, 1,5 литра, турбо, 190 лошадиных сил на полном приводе. Комплектация EX Masterpiece, 5-местная версия, 16 тысяч пробега, 4,5 балла оценка. Супер, просто красотка-пушечка. Обошлась со всеми расходами в Ижевске для нашего заказчика Дмитрия 3 150 000 рублей. Ну, конечно же, нельзя пройти мимо красного цвета, больше ярких красок на дорогах. И давайте посмотрим на эту красоту чуть подробнее. Бесключевой доступ, здесь защита под ручками. Кнопочка старт-стоп, электропривод багажника, анти-юз, контроль выхода из полосы, предотвращение столкновений. У нас полный кожаный мультируль. Здесь у нас память сидений, электропривод переднего сидения присутствует. Давайте посмотрим. 16 тысяч пробега, магнитола Газерс. Аукционный лист 4,5 балла. Такие вставочки под дерево. Супер просто. А еще у нас панорамная крыша. Вот. Сейчас я вам покажу второй ряд. Выглядит таким образом. Все просторно и аккуратно. Toyota Rumi 2020 года выпуска, 1 литр, 69 лошадиных сил, передний привод, комплектация XS, 48 тысяч пробега, 4,5 балла оценка. Приехала для нашего заказчика Сергея в бюджет 1 057 000 рублей. Тоже все автомобили пришли достаточно быстро, кто-то в 2 месяца, кто-то в 2,5. Мы стараемся и работаем для вас. В автомобиле бесключевой доступ. Кнопка старт-стоп, одна дверь на электроприводе, анти-юз, предотвращение столкновений, автокорректор света, сонары,
магнитола Каразерия. Давайте посмотрим на аукционный лист. 4,5 балла оценка. Сейчас я заведу ее. И пробег у автомобиля 48 тысяч километров. Приехали автомобили для наших заказчиков, и начнем мы с Honda Freed. Первый автомобиль у нас 2013 года выпуска, это 1,5 литра на автомате, полный привод. Комплектация G-Jazz Selection 4WD, 62 тысячи пробега, 4,5 балла оценка. Обошлась со всеми расходами в Ижевске, бюджет 1 230 000 рублей. Давайте посмотрим на автомобиль. Бесключевой доступ, повторители в зеркалах поворота, одна электродверь, заводится с крутилки, магнитола. Вот такой чистый аккуратный салон. Автомобиль пришел с Японии без ковров, но зато мы привезли заказчику второй комплект шин на дисках из Японии. Вложения к нам приходят, друзья. Тут колпаки лежат, поэтому сейчас все оденем, обуем и будем выдавать клиенту. Кстати, этот Фрид уезжает в Игринский район. Автомобиль для нашего заказчика Дениса. Благодарим за доверие и поздравляем еще раз с приобретением пушки. Следующий Фрид приехал для нашего заказчика из Ижевска. Автомобиль 2016 года выпуска, 1,5 литра, 118 лошадиных сил, передний привод, комплектация G Premium Edition 7-местный, 70 тысяч пробега, 4,5 балла оценка, обошелся в бюджет со всеми расходами в Ижевске 1 286 000 рублей. Давайте также посмотрим, у нас здесь также повторители в зеркалах, бесключевой доступ, обе двери на электроприводе, также заводится с крутилки. Антиюз, магнитола. Автомобиль этот еще не заводили, у него сел аккумулятор. Так, сейчас доберусь до аукционного листа, покажу. Вот 4,5 балла оценка. Вот такая красота. Без ремонта, без окрасов, без замены. Поздравляем нашего заказчика Михаила. И еще один автомобиль у нас приехал для наших заказчиков Екатерины и Антона из Ижевска. Это Chevrolet Trax 2019 года выпуска. Автомобиль 1,4 литра турбо на автомате, передний привод. Комплектация у нее премьер, пробег 9000 километров, без ДТП, без страховых выплат. Обошлась со всеми расходами в Ижевске, бюджет 1 950 000 рублей. Давайте сейчас бегло посмотрим на эту красоту. Очень холодно на улице. Камера застывает. Итак, дорожный просвет у него 160 миллиметров, довольно-таки прямо уверенный просвет. 18 колеса, противотуманные фары, диодные ходовые огни, есть дополнительный стоп-сигнал, датчик света, датчик дождя, парктроники есть сзади. Итак, все хочется мне с той стороны дверь открыть, водительскую, но нет же. У нас бесключевой доступ, повторители в зеркалах поворота. Давайте посмотрим салон. У нас кожаный салон, сиденье на электроприводе водительское, кожаный полный мультируль, есть адаптивный круиз, кнопочка старт-стоп, есть поясничная опора у водительского сиденья. Итак, давайте посмотрим дальше. Это у нас сенсорный 7-дюймовый монитор. Есть камера заднего вида, подогревы. В общем, вот такой классный, аккуратный салон. Пришел также регистратор. Давайте я сейчас покажу вам сзади, как выглядит автомобиль.
Вот таким образом. Все довольно-таки очень аккуратно выполнено. И багажник сейчас откроем. Есть камера заднего вида. И вот такой довольно-таки вместительный багажник. Поздравляем наших заказчиков. Сейчас скоро будем выдавать им автомобили. Пришла следующая партия автомобилей. Здесь автомобили как наших заказчиков, так и автомобили, которые пришли на продажу. Итак, давайте начнем с автомобиля Toyota Vitz 2019 года выпуска, 1,3 литра, 99 лошадиных сил, передний привод. Комплектация F-Safety Edition, 25 тысяч километров пробега, 4,5 балла оценка. Приехала для нашего заказчика Марселя из Ижевска в общий бюджет под ключ 1,3 миллиона рублей. Итак, давайте посмотрим на эту красотку. У нас бесключевой доступ, повторители поворотов в зеркалах. Итак, заводится с кнопки, полный мультируль, на климате, магнитола, каррозерия. Вот такой чистый аккуратный салон. Сейчас посмотрим сзади. Состояние нового автомобиля, друзья. Mitsubishi Mirage рестайлинг 2020 года выпуска, 1,2 литра, 78 лошадиных сил, передний привод, комплектация G. Приехала для наших заказчиков из Ижевска Виталия и его супруги в общий бюджет 950 тысяч рублей. Шикарный бюджет, я считаю. Давайте посмотрим на эту красотку тоже чуть подробнее. Повторители в зеркалах. Заводится с кнопки. Есть предотвращение столкновений, антиюз. Магнитолы здесь не было изначально. Заказчик был этому, в принципе, рад, поскольку сразу планировал ставить магнитолу на андроиде. Давайте посмотрим, сколько места сзади. Ну, в принципе, автомобиль для супруги. Она будет ездить одна. Поэтому, как и хотелось, компактный, бюджетный и новый практически, да, автомобиль. Toyota Tank 2017 года выпуска, литровый, 69 лошадиных сил, передний привод, комплектация GS, 56 тысяч пробега. Автомобиль приехал на продажу. Кого заинтересует, пожалуйста, по всем вопросам в личку. Следующий автомобиль у нас Subaru Stella 2018 года выпуска, 0,7 литра, 52 лошадиные силы, передний привод, комплектация L, пробег 102 тысячи километров. Также автомобиль приехал на продажу. Кого заинтересует, по всем вопросам в личные сообщения. Третий автомобиль, который приехал на продажу, это Daihatsu Move 2017 года выпуска, 0,7 литров, 64 лошадиные силы, передний привод. Комплектация Custom RS Hopper Sai 3. Турбовая версия, друзья. Поэтому гонка-пушка продается. И еще один автомобиль, который пришел для нашего уже постоянного заказчика Алексея. Это Audi A4 2016 года выпуска. Мотор 1,4 литра, 150 лошадиных сил. Комплектация TFCI Sport, 73 тысячи пробега, 4,5 балла оценка. Просто пушечка. Обошлась в бюджет со всеми расходами в Ижевске в 1,5 миллиона рублей. Еще раз поздравляем Алексея и благодарим в очередной раз за доверие. Давайте кратко посмотрим на привезенный автомобиль, поскольку сейчас заказчики все начнут уже приезжать за своими машинами. Итак, бесключевой доступ. Повторители в зеркалах. Грязный автомобиль снаружи. Полный кожаный мультируль. Заводится с кнопки. 72 тысячи пробега. Ключ 1. Магнитола. TI-стоп. Антиюз.
сонары, электрический ручник. Давайте посмотрим, как же выглядит автомобиль сзади. Места достаточно, в принципе, все просторно. Но вот такая интересная разгрузка у нас получилась сегодня. Обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные ролики. И не пожалейте, конечно же, поставить нам лайк за наши старания, за нашу работу. А от себя хотелось бы добавить, что наши клиенты возвращаются к нам снова и снова, обновляя автомобили своим супругам, родителям, рекомендуют нас своим друзьям, коллегам, потому что мы работаем честно и прозрачно, начиная от момента консультации и расчета автомобиля до передачи вам лично в руки. Наш 5-летний опыт работы, сотни привезенных автомобилей, честные отзывы на Флампе, на 2GIS – все это наша репутация, которой мы очень и очень дорожим. Отличные сроки и цены за логистические расходы по России позволяют нам покупать и привозить автомобили для наших заказчиков по лучшим ценам. Поэтому, если вы до сих пор думаете, через кого привозить, через кого заказать автомобиль, можете обращаться к нам в офис. Мы работаем в городе Ижевск, улица Удмуртская, 145А, офис 416. Свои заявки вы можете оставить через наш сайт, либо написать нам напрямую на WhatsApp, либо в Telegram. А на сегодня у меня это вся информация. С вами была Татьяна, компания Сакура Авто. До новых встреч. Берегите себя, друзья. Пока-пока.